Добрый день. Добрый день. Нургун, просьба, у нас сегодня в команде Нургун, он по технической части будет нас поддерживать. Просьба уведомить, когда у нас начнется запись в YouTube. Какая-то запись уже идет. Да, я начал. Хорошо. Отлично. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, те, кто к нам сегодня присоединяется. И мы продолжаем серию прямых эфиров, приуроченных ко дню рождения точки кипения Якутск. И сегодня с нами, у нас в гостях наш партнер, наш друг, венчурная компания «Якутия». Давайте поаплодируем им. Привет всем. И мы сегодня узнаем о проектах, о деятельности данной организации. И сегодня расскажет нам Вера Петровна Птицына. Вера, вам слово для того, чтобы вы начали свой рассказ. Добрый день. Рада приветствовать всех, кто смотрит нас. Хочу также поздравить точку кипения с 2-летием. Считаю, что это очень знаменательное событие. Надеюсь на дальнейшие успехи и взаимную работу. Наверное, нужно тогда начать с вопросов, да, видимо, самостоятельно как-то. Или как? Хорошо. Да. Расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Да, традиционно начнем с истории. Да, венчурная компания была создана в 2011 году. Кажется, что уже прошло очень много лет, да, но тем не менее необходимо ответить, что для Якутии это как бы только первые, тогда начинаются только первые шаги, да, в венчурном инвестировании. Сейчас компания находится в активном развитии, мы меняемся и стараемся находить дальнейшие возможности для развития, в том числе во время пандемии. На данный момент компания у нас является единственным в Дальневосточном федеральном округе фондом прямых и венчурных инвестиций с государственным участием. Компания ведет активную инвестиционную деятельность, и сейчас мы работаем в 3 направлениях. Это с портфелем, который был сформирован до 2018 года, с фондом развития инноваций. Также работаем над созданием фондов следующих стадий. Вера, вас плохо слышно. Можете, пожалуйста? Плохо слышно? Вот у меня микрофон поближе. Сейчас вроде бы нормально, да? У вас микрофон отключен, Виктория. Меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно. Просто микрофон иногда отключается. Да, я выключаю, чтобы вам не мешать. У нас второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, о цели вашей организации, миссии, да, и об основных этапах. Миссия нашей компании заключается в том, чтобы помогать технологическим компаниям совершить глобальный прорыв, выйти на мировой рынок и получить всемирную известность, да, скажем так, чтобы они стали единорогами. Именно для этого мы вместе с нашими партнерами, да, проводим различные мероприятия. Через фонд развития инноваций у нас проводится акселерационная программа для стартапов, проводится стартап-школа, стартап-марафон. И одно из глобальных событий – это стартап-экспедиция. Сейчас она тоже, кстати говоря, идет. Заявочная кампания по стартап-экспедиции. Приглашаются все проекты, которые могут предложить какие-то свои новые идеи. И все эти мероприятия у нас, конечно, проводятся для того, чтобы в обществе менялось отношение к технологическому предпринимательству, чтобы зарождалась культура стартап-предпринимательства. Вчера как раз у нас была экспедиция по IT-парку и рассказали про акселерационную программу. Можно, пожалуйста, подробности, кто может принять участие, потому что будут заинтересованные люди, которые с нуля. У них есть идеи, и, возможно, они захотят поручиться вашей поддержкой. Что вы можете сказать? Сейчас я хочу сказать, что у нас уже стартовал вчера как раз, да, 4-й поток акселерационной программы. Заявочная кампания до этого проводилась в августе-сентябре. В принципе, заявку можно подать в любое время, да, направив свою анкету на электронную почту. Но просто нужно понимать, что мы не можем
проводить акселерационную программу в течение года, да, поэтому у нас, в принципе, программа проводится 2 раза в год, это весной и осенью, ближе к зиме, да. В стартап, в акселерационную программу мы принимаем проекты с минимальными жизненными и с какой-то минимальной выручкой. Потом надеемся, что у нас во время акселерации эти проекты разовьются, да, и вообще, как бы во время акселерации предполагается, что команда должна пройти работу, которую обычно делается в течение года, за 3 месяца. В 4-м потоке мы набирали команду по направлению IT, в 3-м потоке у нас были команды по направлению IT, биотех и промышленное производство, да, а в этот раз мы все-таки решили вернуться к той модели, которая у нас была ранее, и поэтому направление обратно сузили. В принципе, как бы про это вот нам может более подробно рассказать Айлан. Может, плавно перейти уже к команде нашей, да, потому что Айлан представляет как раз фонд развития инноваций, да, и занимается трекингом проектов во время акселерации и потом сопровождает их также уже после завершения программы. Айлан, просьба рассказать, поделиться. Так, всем доброго дня. Меня зовут Айлан. Если говорить о проектах, да, у нас уже, как Вера сказала, прошло 3 потока. В портфеле фонда на данный момент уже 27 компаний. Многие из них очень активно работают, развиваются. Конкретно про команды какие-то, да, выделить или... Но если так говорить, то что с каждым потоком у нас проектов становится больше. Если говорить по направлениям, то у нас в портфеле компаний по 3 направлениям. Это IT, и большинство. Есть по биотеху компании и компании по инновационному производству. Супер. Тогда у вас разные направления и участвуют, ну, обширная сфера деятельности, участвуют различные компании, да? Да, Да. Получается, зависит от фокуса потока, который мы набираем, и он меняется, ну, с каждым разом меняется в зависимости от актуальности там данных направлений. Супер. Ага. И вы, как, вот мы на самом деле должны были начать с этого вопроса. Расскажите о вашей команде, о людях, которые вот всем этим занимаются. У вас разные направления и специалисты, владеющие компетенциями. Расскажите, пожалуйста, о вашей команде. Вообще у нас команда небольшая, да, но классная. В ней работают только профессионалы. Каждый профессионал в своем деле. Вот сегодня с нами, например, вот Айлан, да, он уже немножко рассказал про себя, про акселератор. Марианна Лукина, это наш юрист, она также сопровождает портфельные компании, работает с проектами из акселератора. И с нами еще Роман Диадоров. Должен был подключиться, но не вижу, да, его. Марианна, может, сама про себя тоже немножко расскажет. Да, обязательно. Давайте послушаем Марианну. Ага. Добрый день всем. Добрый. Мы занимаемся юридическим сопровождением проектов на стадии подготовки, заключения сделок. Также консультируем проекты по возникающим вопросам при подготовке документов, даже при регистрации юридического лица, если у проектов нет зарегистрированного юридического лица, и сопровождением по ходу акселерации и после нее при возникновении различных вопросов правовых. Вкратце так. Ага, супер. Тогда, допустим, ваши партнеры, ваши, скажем так,
воспитанники, да, которые проходят акселерационную программу, попадают под колпак и под поддержку по разным направлениям, да, то есть Да, Марьяна, конечно. юридическая помощь, это очень здорово, и это как раз для наших зрителей повод подумать, зачем им заходить в эту акселерационную программу, да, и А можно я еще скажите, представлю Романа Диадорова, да, вот он да, как раз нужно Романа занимается Диадорова. постакселерационным сопровождением, это основное его направление. Он у нас, ну вот я думаю, он сам уже расскажет про себя, вижу, что подключился. Всем привет, меня зовут Роман, я являюсь специалистом Фонда развития инноваций, и моей основной ролью является поддержка проектов на постакселерационной стадии. Вот, в основном моя работа заключается в том, что я помогаю людям общаться с другими людьми, с третьими, как бы, внешними партнерами нашими, там, помогаю, читать договора различные, которые им там предоставляют, возможно, помогать там заполнять заявки, если они хотят в какой-нибудь акселератор попасть. И вообще в целом рекомендую там, что-то поменять, не знаю, в продукте, чтобы они больше отвечали интересам вот партнеров, с которыми они, возможно, будут работать. Это моя основная функция. А так, по всем остальным функциям, я просто немножко всем подряд занимаюсь. Вот недавно мы начали проводить бизнес-кейсы на базе вот СУФУ совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. В принципе, было очень приятно видеть, что достаточно много компетентных, таких хороших, интересных идей это удалось. И вот сегодня как раз у нас будет первое занятие, посмотрим, как оно пройдет. Вот, да, как-то вот так. Меня было слышно, да? Да, мы вас очень хорошо слушали и с воодушевлением слушали про ваш рассказ. Кто ваши выпускники и сейчас вот проекты можете вспомнить, которые вот являются примером того, что вот акселератор им помог, поддержал? Вообще, у нас 27 выпускников, всего, да, вот 3 потока. Из них стоит отметить, наверное, вот ребят из SmartBooks, ребят из JobJob, GoGo, вот они, если мы говорим о GoGo, то можно уже на улице их видеть, потому что люди с сумками ходят. Да-да-да. Вполне интересно. JobJob, они тоже вот такие очень заряженные ребята, и сейчас они проходят стартап-школу в Y-комбинаторе, и мне вообще нравится то, что они помогают людям какую-то подработку найти, особенно учитывая сейчас не очень такую хорошую экономическую ситуацию в целом, да. Думаю, это очень полезное дело на самом деле. Думаю, очень многих людей это выручило. Вот. Я сам пользовался их сервисами, да, и иногда у людей бывают достаточно такие душераздирающие истории. Вот. И так у нас вот 2 команды попали в акселератор Startup Ventures, да, это уже упоминали, наверное, мои коллеги здесь. Это SmartBooks и Hompla, они там сейчас на данный момент они проходили акселератор, сейчас они еще в процессе продолжения там определенных переговоров, чтобы выяснить, в какой именно форме они там продолжат сотрудничество и так далее. Вот. И, пока что из тех, кого стоит отметить, наверное, еще стоит указать. На самом деле у нас вот каждый проект является уникальным, да, каждый хорош в своем направлении, все развиваются в той или ином темпе, да, кто-то быстрее, кто-то немножко медленнее, потому что все проекты очень разные. Да. Конечно, конечно. Вот, сейчас есть такой момент, то, что новое время, да, новые вехи развития и так далее, новые видения, и время сейчас совсем другое стало. Как вы работаете, как вы переформатировались под новые реалии? Вот скажите, давайте, мы не можем отпустить этот вопрос. В этом году у нас в начале года, как и все, да, можно сказать, в этом мире, наверное, да, работали офлайн. Как только появилась информация о том, что была объявлена пандемия, мы перешли в онлайн. Вот, допустим, у нас акселерационная программа, да, 3-го потока. Офлайн была только 1 неделю. Далее у нас все мероприятия проходили уже онлайн, и демо-день, это выпускное мероприятие, да,
оно тоже полностью проходило онлайн. Четвертый поток у нас по акселерационной программе в этот раз проходит полностью онлайн, да, то есть у нас с самого начала уже все мероприятия проходят через Zoom, мы работаем на этой платформе. В этот раз у нас в связи с тем, что мероприятие проходит онлайн, к нам смогли подключиться другие регионы Дальнего Востока, да, у нас там несколько команд, в том числе из Владивостока, из Южно-Сахалинска. Также предполагается участие ребят из Москвы и Петербурга. Вот. И демо-день тоже будет проходить онлайн. Благодаря этому, да, у нас возможно участие в программе экспертов из других регионов России и международных экспертов. Вот в этом, вот, можно сказать, плюсы удаленной работы. Да, несомненно, это есть плюсы и возможности для тех, кто не может в офлайне участвовать на мероприятиях. Это, безусловно, плюс для них. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем, что из нашего региона, допустим, из северных районов, да, вы тоже можете стать абсолютно без препятствий участником акселерационной программы, и это плюс вам вот, в реалии того времени. Так, и у нас есть такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о ваших дальнейших планах, если это не секрет, о траектории развития, да, куда вы сейчас, куда движется ваша компания и ваши дальнейшие планы, если не секрет. В целом мы стремимся... Нет, это не секрет. Крупными мазками все равно все можно обозначить, да, в той или иной степени. Хотела сказать, что мы, в принципе, стремимся к развитию инновационной экономики нашего региона, да. Мы хотим создать такую цепочку продвижения стартапов для их развития. То есть у нас, допустим, сейчас реализуется акселерационная программа, да, мы намерены, ну, то есть и у нас акселерационная программа и фонд развития инноваций, да, они нацелены на проекты предпосевной стадии. То есть это самые ранние проекты, буквально чуть ли не с идеей только, да, могут прийти к нам в акселератор, в фонд, и при прохождении акселерации получить там какое-то финансирование. Потом мы сейчас ведем переговоры по созданию посевного фонда, да, это уже для тех, кто развился, умеет уже MVP, выручку, продажи, да, у них уже там какой-то готовый продукт, который они готовы реализовать. Вот. И потом мы также в планах у нас создание фондов следующих стадий, то есть уже для проектов, которые готовы к масштабированию и вообще к такому дальнейшему мощному развитию, скажем так. Вот это вот основные такие наши планы для будущего. Ой, у кого-то это микрофон. Так, у нас... Кто-то к нам хочет присоединиться. Юный инноватор. Юный инноватор, да, наверное, это юный инноватор, скорее всего. И часто задают такие вопросы. Где вы локально находитесь? Вот человек, не знающий, куда он должен идти, куда обратиться. Мы находимся на Ленина 1. У нас есть коворкинг для стартапов, да, кабинет, если я не ошибаюсь, 724 на 7-м этаже. И на сайте можно подать информацию, то есть увидеть информацию, да, у нас называется b8accelerator.com, и также у нас есть страничка в Инстаграме, тоже называется b8 акселератор. Можно там почитать новости, ознакомиться с проектами, с командой и узнать больше о наших мероприятиях. Можно в чате написать ссылку, чтобы люди видели, зрители, да? Давайте. Иван, напиши, пожалуйста. Да, и в чате сохранится, и мы можем потом передать эту информацию.
Да. Здорово. И мы сразу передадим эту информацию тем, кто у нас потом после эфира будет спрашивать. B80, да. Меня слышно? Да, слышно. Ага, хорошо. Вера, у нас эфирное время подходит к концу, и мы узнали про вашу деятельность, да, и сейчас ваши пожелания нашим зрителям, что вы хотите пожелать им, ваше обращение к тем, кто по ту сторону экрана находится и слышит, и смотрит нас. Ну, пожелания вот в таких вот условиях, да, в условиях пандемии, да, можно сказать только, ну, это самое главное, это здоровье не только вам, но и вашим близким. Ну, когда будет здоровье, то получится, я считаю, все, можно добиться любых целей, реализации планов. Вот. Вообще, точки кипения я хотела бы пожелать дальнейших успехов, да, вот уже 2 года точка кипения является таким пространством для лучших и самых инновационных людей, да, которые собирают вокруг себя вот это вот множество людей с какими-то уникальными идеями, да, и тут нельзя переоценить вклад, вложенный в социальную IT-сферу этой команды, и мы видим, как много людей, в принципе, притягивает ваш кластер инициативных мыслей, да, и мы готовы в дальнейшем поддерживать, участвовать в жизни коллективного пространства, чтобы вместе реализовывать какие-то идеи для дальнейшего развития нашего региона. Спасибо огромное. Да, мы в свою очередь благодарим вас, наших постоянных друзей, людей, которые поддерживают, да, не только словами, но и материально, и, скажем так, и поддерживают наши мероприятия, да, и во благо развития нашего региона. Спасибо вам огромное. Ну а нашим зрителям мы напоминаем то, что у нас сегодня была встреча с командой венчурной компании «Якутия». Мы узнали про деятельность, про организацию, про мероприятия, да, и про акселерационную программу. И напоминаем, что если есть желающие в дальнейшем сотрудничать или зайти под программу, которая реализуется, да, в данной организации, вы можете обратиться в точку кипения, и мы вам отправим данные, сайт и, возможно, номера телефонов людей, к которым стоит обратиться. Спасибо вам всем. Удачи, успехов, ну и здоровья, да, в нашем нелегком времени, скажем так, дальнейшего развития всей команде. Спасибо. Давайте предоставим слово команде, может, кто-то хочет тоже сказать напутствие, пожелания нашим зрителям. Да, конечно. Рому не слышно. Да, вообще, вот все, что мы делаем, это в какой-то степени наш общий республиканский такой снежный ком. Я как это вижу, что когда вы будете подаваться к нам, вы будете достигать успеха, вы будете, соответственно, у нас будет больше ресурсов, чтобы помочь другим ребятам достичь успеха, и в конце концов этот большой снежный ком в конце концов станет таким большим, что, в принципе, надеюсь, хватит всем нашим жителям, и все будут счастливы, у всех поднимется уровень жизни. Вот, и поэтому, пожалуйста, подавайтесь, мы ждем вас, и мы хотим, чтобы вы к нам пришли, чтобы вы достигли успеха. Спасибо огромное, Роман. Марианна, может, от вас слово мы слышим? Да. Спасибо большое, что пригласили. Я бы пожелала всем, конечно, присоединяясь к пожеланиям коллег, желаю всем здоровья крепкого и достижения больших успехов всем проектам, которые будут подавать заявки к нам и участвовать в нашей программе акселератора. Спасибо. Здорово. Всего доброго. Айлан, вам. Да, тоже соглашусь, присоединюсь к словам коллег. Всем желаю всего наилучшего, достижения всех планов и целей. А мы готовы всегда вас поддержать. Если у вас какие-то есть идеи, то приходите.
Спасибо большое команде венчурной компании «Якутия». Спасибо Вере Петровне о том, что сегодня вы рассказали изнутри про все ваши проекты, про деятельность. И до скорой встречи. Спасибо вам, друзья. Спасибо за приглашение. До свидания. Спасибо.